Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. 27 мая в Татарстане на государственном уровне отпраздновали столетие Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Пока праздничные мероприятия ограничены из-за коронавируса, но мы надеемся, что еще увидим разные интересные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате основания нашей республики. Отмечать столетие республики нужно, потому что этот период насыщен важными для нас историческими событиями. Многие из них продолжают влиять на Татарстан и татар России и сегодня. Историческая преемственность – не пустой звук. Татарстан – не единственный регион России, который празднует в этом году свое столетие. В этом же году вековую дату отмечают в Чувашии и Марий-Эл. Пропагандировать и отмечать столетие Татарстана нужно, чтобы заявлять на всю Россию, какую важную роль играла республика в жизни страны. И не считаться со значимостью этой роли нельзя. Вот, например, что говорят о нас на Первом канале. Без татар никакой бы России, как ее мы знаем, и весь мир тоже, не было бы точно. Как метко заметил президент Татарстана, столетие ТАССР – это вообще-то общероссийский праздник. Общероссийский праздник, потому что мы одна из составных частей нашей большой страны. Конечно же, Республика Татарстан, жители республики много делают для того, чтобы наша страна была крепче, целостная, мощная, тысячелетие Казани. Универсиада, чемпионат мира по плаванию, чемпионат мира по футболу. Все это привносит сюда какие-то новшества, новые объекты. Почти вековой путь Татарстана в составе Советского Союза, где и зародилась наша республика, был непростым. Это признавали и продолжают признавать руководители Татарстана. Мы помним попытки создания таких проектов, как штат Идель-Урал и Татаро-Башкирская республика. Серьезно обсуждался проект оформления государственности татар и башкир в виде Урало-Волжского штата, а также его идейно-политической альтернативе Татаро-Башкирской Советской Республики. Ожесточенные сражения гражданской войны отодвинули вопросы национально-территориального устройства Казанской губернии в тот период на второй план. Вместе с тем, после завершения военных действий, долгого поиска конкретных форм был предложен новый взгляд на создание теперь уже Татарской республики. Председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин напоминает, что в документе, от которого берет свое начало Татарская республика, говорилось об обязанности Российской Федерации содействовать ТАССР в достижении фактического равенства с другими республиками. Более того, лидеры молодой Татарской республики и вовсе ставили вопрос о том, что Татарстану нужен статус не автономии, а союзной республики, а татарский язык должен был быть приравнен к русскому языку. В связи с этим татарскому народу в 30-х годах 20 века пришлось пережить драматические страницы своей истории. Социаль өлкәдә 1921 елның 25 июнендәге декрет нигезендә татар телен рус теле белән бер рәттән дәүләт статусы белән тәэмин итүгә бәйле процесслар үсеш ала. Республика в лице своих лидеров уже в те годы поднимала перед центром вопрос о повышении статуса автономии, уравнивании их с союзными республиками, к примеру, в выступлениях Мирсаида Султангалиева, нарком нации РСФСР в начале 20-х годов. К сожалению, после разгрома в 1923-1924 годах сторонников большего учета национального фактора в политике, выразителями идей которых выступал Султан Галиев, даже те немногие завоевания, которые в этой сфере были, оказались фактически свернутыми. Маятник стихийного федерализма качнулся в обратную сторону, обещая на словах развитие культуры, языков, государственности народов России на основе самоопределения, большевики на деле не признавали политической субъектности национальных меньшинств. А в годы Большого террора
государственные и партийные органы республики, как и всей страны в целом, и вовсе были подвергнуты тотальной чистке. К высшей мере наказания были приговорены 4 из 7 председателей президиума ТАЦИКа: Рауф Сабиров, Шайгардан Шаймарданов, Минигарей Ахмедшин, Гумер Байчурин. Еще один, Харис Маратхузин, отбыл срок в лагерях, затем воевал в штрафном батальоне. Все они были реабилитированы позже, многие, к сожалению, посмертно. О сложных периодах Татарской республики 30-х годов говорит и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он считает, что в это время общественное развитие республики замедлилось. Татарскому народу нанесла урон двукратная смена алфавита и политические репрессии. В Татарстане помнят, какую роль сыграла республика в годы Великой Отечественной войны. Ценят и чтят тот вклад, что внесли жители республики в непростые годы войны. В ряды действующей армии из республики отправилось около 700 тысяч человек. Было сформировано 7 только стрелковых дивизий, а еще танковая бригада, зенитно-артиллерийский полк и прочие войсковые соединения. Только вдумайтесь, из тех, кто убыл на фронт, погиб почти каждый второй. 50 тысяч наших земляков вернулись инвалидами. Мы по праву гордимся подвигами и воинской доблестью татарстанцев. 225 из них удостоены звания Героя Советского Союза. 48 стали полными кавалерами орденов славы. Более 200 тысяч награждены орденами и медалями. Послевоенный период для Татарстана ознаменован крупнейшими промышленными стройками, быстрыми темпами социально-экономического развития. Несмотря на тяжелейшие условия, послевоенные десятилетия стали периодом опережающего социально-экономического развития советского Татарстана. В первую очередь это касалось промышленности. Рост к довоенному уровню в 3,5 раза, в которой произошел переход к развитию тяжелых отраслей, машиностроения, нефтедобывающего сектора. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечает, что в 70-е годы добыча нефти в республике доходила до 100 миллионов тонн. Всего нефтяники Татарстана добыли почти 3,5 тонны черного золота. В послевоенные годы в Татарстане шло активное строительство городов. На Каме были построены набережные Челны, Нижнекамск. Сегодня у нас есть автозавод КАМАЗ. Параллельно с разработкой месторождений в республике стартовали огромные всесоюзные стройки. Автогигант КАМАЗ был возведен в набережных Челнах буквально за несколько лет. Со всей страны приезжали люди. Работали день и ночь. Я приехал, поле чистое, леса не видно. В поле бегают 2 козла, и тростина растет так. И на этой горе, на этой площадке надо было построить такое сооружение. С точки зрения технологии и объема производства, это единственный такой завод, построенный в советское время. К концу советского периода Татарстан стал одним из самых передовых автономных республик Советского Союза. Объем валового продукта превышал объем всех 3 прибалтийских советских республик. Однако жители республики в своей обычной жизни не видели всех тех экономических благ, которые справедливо было бы ожидать от экономически развитого региона. Говоря проще, за стройками заводов и городов позабыли о самих людях. К 1980 годам объем промышленной и сельскохозяйственной продукции, произведенной в расчете на одного татарстанца, на треть превышал аналогичный показатель по СССР. Однако, производя столько же, сколько 3 прибалтийские республики вместе, Татарстан имел бюджет меньший, чем каждая из них в отдельности. Было очевидно, что учащенная автономия существенно сдерживала возможности для дальнейшего социально-экономического развития республики. Поэтому в общественном сознании все большую популярность приобретала идея повышения государственного статуса Татарстана. В 90-х годах Татарстан вновь столкнулся с трудностями масштабных размеров.
Жители республики от федерального центра требовали уважения к себе. Они требовали больших свобод в принятии решений и говорили о необходимости справедливого распределения ресурсов, чтобы повысить уровень жизни самих татарстанцев. Вместе с этим, к концу 80-х годов кризис Советского Союза достиг своего апогея, и государство Советов распалось. Этот факт повлек за собой закономерные экономические тяготы и трудности переходного периода. Федеральному центру в 90-х годах было не до благосостояния жителей республики. Поэтому вся полнота власти и ответственность за жителей республики взяло на себя руководство Татарстана. Руководители республики всегда искали и находили политические компромиссы с федеральным центром, который, кстати, разделял заинтересованность в развитии такого региона, как Татарстан. Опирались при этом на поддержку народа при защите наших позиций в самых различных инстанциях. Универсальным инструментом согласования интересов сторон и учета национально-исторической специфики того периода стали договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и Татарстана. Это 1994 и 2007 годы. В соответствии с ними республика взяла на себя ответственность за осуществление важнейших федеральных программ, разгрузив при этом центр от функций, исполнение которых на местах носит более эффективный характер. Речь прежде всего о программах газификации, переработки нефти, адресной социальной защиты, ликвидации ветхого жилья. Все это повлекло за собой рост занятости, стабилизацию экономики, повышение уровня жизни населения. Путь Татарстана за эти 100 лет был сложным. Об этом помнят и напоминают руководители республики. За этот вековой отрезок времени республика чего-то и кого-то лишилась. Но и приобретения у нашей республики тоже есть. А то, что утрачено для жителей Татарстана, стало ценностью и памятью. Сегодня у Татарстана есть завистники и недоброжелатели. То и дело предпринимаются попытки вбить клин в дружеские и добрососедские отношения между народами Татарстана. Какое отношение к русским я вот в Татарстане все 60 этих лет ощущал. Я избирался не по партийным спискам все эти годы. Я был с конкурентами. В России я избирался 5 наших районов, где в основном татарское население. Там Мар, Сабы, Балтаси, Воротгодыч. Вначале не поддерживал, потом поддержал уже. Мне сказали заранее, 5 конкурентов. Это чисто татарские районы, ты не пройдешь. Ерунда все. Меня поддерживали и татарские, и русские, не знаю. Я прошел там. Это все я хочу сказать тем недоброжелателям, которые нет еще когда-то вставляют какие-то шпильки, то, что в нас там что-то, чего-то. У нас, может быть, не столько много русских у руководства, но я когда-то моему другу говорил, смотри, я представитель Национального банка Татарстана. Национальный банк, надо же место поставить. Но мне доверили русскому. Ты, говорю, у меня друг Парадов председатель суда был, ты же русский председатель Верховного суда. Мы можем обижаться на республику. Нет, я пришел сюда с Украины далеко, у меня никого родственников нет. Сейчас-то уже есть жена татарка у меня. В Татарстане историческая память важна. Наши исторические события необходимо исследовать. Необходима популяризация накопленных и собранных знаний. Знать историю Татарстана должно быть модно. Из-за коронавируса в мире и в России, и в частности в Татарстане, в начале этого лета сабантуев не будет. Об этом рассказал глава Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шахразиев. Речь идет о международных празднованиях, которые были намечены на конец мая и начало июня. То есть татары Киргизии не увидят праздника Плуга, европейского сабантуя в городе София не будет, не видать нам и азиатского сабантуя в Ташкенте. Проведение сабантуев в регионах России зависит от решения местных властей и готовности местных татарских организаций. Решение по сабантуям в Татарстане тоже пока не принято.
В большом татарском мире, конечно, нашлись татары, которые решили провести сабантуи в онлайн-формате. О такой готовности заявили татары из Новосибирска. В одном из наших предыдущих выпусков мы рассказывали, что судьба проведения сабантуев в этом году под большим вопросом. Впрочем, как и многие другие массовые офлайн мероприятия. Мы, конечно, немного обескуражены, что Всемирный конгресс татар сообщает, что сабантуев не будет, и все. А если где и у кого и будет, то это от Всемирного конгресса татар не особо зависит. Мы понимаем, что массовые мероприятия сегодня представляют конкретный риск для здоровья и жизни людей. Неужели так называемое Министерство татар всего мира не может предложить альтернативу сабантуям? Неужели на сабантуях исчерпывается позитивная повестка для татар? Неужели нельзя придумать какое-нибудь мероприятие в онлайн-формате? Например, московские татары в лице главы Московской автономии татар Фарида Фарисова смогли собраться в онлайн-режиме и обсудить текущие вызовы перед татарами и татарским языком. Хорошо получилось у Фарисова это мероприятие или нет, судить вам. Но, тем не менее, дискуссия получилась, произошел обмен мнениями, татары в соцсетях получили повод высказать свое мнение. Так чем же занимается сейчас, в период ограничений, Всемирный конгресс татар? Ведь сами посудите, что такое праздник Сабантуй? Это повод татарам собраться в каком-то конкретном месте, пообщаться, увидеть друг друга, отдохнуть после весенних полевых работ. Сабантуй – это такая форма развлечения, приятного проведения досуга. Хотя, конечно, не без замечаний и всяких современных культурных наслоений. Благодаря сабантуям зарабатывали себе на хлеб и татарские певцы. Наверняка у вас есть претензии к татарской эстраде, но все равно они поют на татарском языке, на то они и татарские певцы. А вот аксакалы конгресса татар нам говорят, что все, сабантуя нет, вопрос закрыт. Ну и что теперь делать татарам? Неужели татарам Всемирный конгресс нужен был лишь для проведения сабантуев? На прошлой неделе парламент США окончательно проголосовал за введение санкций в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгур и других этнических и религиозных меньшинств Китая. Теперь дело за малым. Президент США Дональд Трамп должен поставить свою подпись под документом. Напомним, что ранее Министерство торговли США уже вводило санкции против КНР за то, что китайские власти преследовали мусульман Синьцзянь-Уйгурского автономного округа. Американо-китайским противостоянием, в том числе и за уйгур, уже не один год. Это противостояние наш татарский мир тоже затрагивает. Напомним, что в конце 19 года и в начале 20 года татары внимательно следили за судьбой и ситуацией вокруг братьев Шахризата и Шахдияра Шавкатовых. Они приехали в 2014 году по программе Всемирного конгресса татар на учебу в Казанский федеральный университет. И вот в июне 2019 года МВД Татарстана отказало братьям в предоставлении временного убежища, потому что они не смогли доказать, что в Китае им грозит опасность из-за лагерей по перевоспитанию мусульман. Всемирный конгресс татар тогда самоустранился от проблемы. Тем временем было отмечено, что китайские татары опасаются открыто говорить о политике давления на мусульман в Китае, закрывают свои аккаунты в соцсетях. Около 1,5 лет назад сообщалось, что Всемирный конгресс татар и вовсе не досчитался одного из своих активных общественников из Китая. Мы говорим о бизнесмене Турсунтае Галиеве. Он, между прочим, владел несколькими магазинами в синьцзянском городе Урумчи, сотрудничал с Турцией, Россией. Сын Турсунтая, Ахмеджан Турсунтай, и вовсе хотел стать частью татарской эстрады в Татарстане, но о нем сегодня ничего не известно. Напомним, что в Синьцзянь-Уйгурском округе Китая проживает татарская община численностью в 5000 человек.
Известно, что несколько десятков лидеров татарской общины попали в так называемые трудовые лагеря. Связь с татарами Китая на сегодня, к сожалению, утеряна. Сегодня мы являемся свидетелями большой глобальной игры. В США власти настроены принципиально, чтобы снять со своих плеч ответственность за столь масштабно случившуюся в Америке эпидемию коронавируса. Поэтому у них на прицеле Китай. У китайцев и американцев до коронавируса были прохладные отношения и велись самые настоящие торговые войны. Но теперь на Китай будут наступать по всем фронтам, в том числе и европейские страны. Антикитайские санкции за преследование китайцами уйгур-синьцзянских мусульман и татар – это лишь часть большой международной политики. Но эта история затрагивает и татарский мир. Как известно, Китай для России и Татарстана важный финансово-экономический партнер. Какую позицию Россия займет по отношению к Китаю? Как в таком случае будут выстраиваться связи Татарстана со своими китайскими партнерами? Будет ли Всемирный конгресс татар помогать китайским татарам? Рано или поздно по этим вопросам придется определяться.